Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Добрый вечер. В студии Алиса Шамба. С Днем национальной печати и СМИ Абхазии поздравил президент Рауль Хаджимба сотрудников средств массовой информации. Глава государства отметил, что представители СМИ оказывают позитивное воздействие на формирование общественного мнения, на развитие и становление независимого государства. Считаем одним из главных конституционных завоеваний нашего народа свободу слова и право каждого гражданина на широкий доступ к информации. И работа наших СМИ отмечена значительными достижениями в этом направлении. Отрадно, что ряды опытных журналистов, публицистов, сотрудников редакции пополняются квалифицированными кадрами, говорится в поздравлении президента республики. Союз журналистов Абхазии совместно с Государственным комитетом по репатриации объявил конкурс на лучшие журналистские работы. Тема заданий – репатриация и адаптация вернувшихся на историческую родину соотечественников. Условия конкурса выясняла наш корреспондент Наала Кове. Условия для всех участников конкурса равны. Принимаются журналистские материалы, опубликованные на абхазском и русском языках в республиканских, городских, районных и независимых печатных изданиях, а также прошедшие в эфир на радио и телевидении. Это могут быть материалы различных жанров – очерки, зарисовки, интервью, проблемные публицистические статьи, корреспонденции, репортажи, документальные фильмы. В конкурсе могут принять участие отдельные журналисты, а также творческие коллективы авторов. Каждое издание, редакции, радио или телевидения представляют на конкурс не более 3 отобранных ими публикаций и радио, и телепередач. Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашик поздравил всех работников СМИ с профессиональным праздником и подчеркнул, что в наше время для полноценной работы журналиста нет каких-либо препятствий. Абхазская журналистика прошла за этот период такой исторический путь. Не всегда абхазский журналист имел возможность писать, печататься, излагать свои национальные интересы. Были 30-е страшные годы, были и другой период. Не всегда советский период создавал все условия, чтобы абхазская журналистика соответствовала абхазскому национальному духу, проблемы национально-освободительной борьбы. Сейчас мы с вами, абхазские журналисты, работаем очень ответственное, историческое, счастливое время, когда мы вместе со своим народом строим свое государство. Конкурсные материалы должны соответствовать заявленной теме. Уровень журналистского мастерства будет оценивать профессиональное жюри. Учреждаются 3 премии. Первая в размере 20 тысяч рублей, 2 вторые по 15 тысяч рублей, 2 третьи по 10 тысяч рублей. Жюри не принимает к рассмотрению материалы от средств массовой информации, не зарегистрированы в Министерстве юстиции Абхазии. Председатель Госкомитета по репатриации Вадим Харазия также поздравил представителей СМИ Абхазии и высоко оценил их труд и профессионализм. Искренне хочу вас поздравить. И мы все читаем газеты, и помимо местных, республиканских и других газет зарубежных. И я вам скажу, что ваш профессионализм ничем, ваша планка ничем не ниже, чем у других известных таких газет и журналистов. Все материалы нужно представить в Союз журналистов до 1 декабря 2017 года в оригинале или ксерокопии и сопроводить заявкой участника. Конкурс завершится 1 декабря 2017 года, а его итоги будут опубликованы в СМИ. Еще один творческий конкурс, объявленный Союзом журналистов, определит лучшую журналистскую работу 2017 года. Конкурс завершится 1 декабря. Наала Кове, Саида Гухава, Леон Адлиба, Абхазское телевидение. Народный писатель Абхазии Алексей Гугуа награжден орденом Ахтзапша первой степени за выдающийся вклад в развитие национальной литературы и духовной культуры, а также за создание высокохудожественных произведений. Указ об этом подписал президент Абхазии Рауль Хаджимба. Глава государства подписал еще ряд указов о присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия» помощнику режиссера Государственного русского театра драмы Нане Хагош, о присвоении почетного звания «Заслуженный артист Республики Абхазия» работникам Государственного русского театра драмы Нине Балаевой, Джамбулу Жордания, Наталье Папаскири, о присвоении почетного звания «Заслуженного артиста Республики Абхазия» художественному руководителю фольклорного ансамбля Ахыма Химце Хинтба, о присвоении почетного звания «Заслуженного артиста Республики Абхазия» художественному руководителю ансамбля Абхерца Дауру Парулуа, о присвоении почетного звания «Заслуженного работника культуры» за большой вклад в развитие культуры Республики Абхазия Зурабу Малия,
О присвоении звания заслуженных артистов Республики Абхазия актерам Абхазского государственного драматического театра Изольде Аруха, Дауру Арухадзе, Лаврику Ахва. Основатель Государственного Ткварчальского театра комедии имени Шараха Пачаля, заслуженный деятель культуры Республики Абхазия Шалва Цвижба, указом президента Рауля Хаджимба, награжден орденом Махидзапша 3-й степени посмертно. Заявление спецпредставителя премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураба Абашидзе прокомментировали в МИД Абхазии. В своем заявлении Абашидзе подчеркнул, что Россия рано или поздно отзовет признание независимости Абхазии. В абхазском внешнеполитическом ведомстве попытки Абашидзе примерить на себя мантию пророка и направить в нужное ему русло всю политику России в отношении Абхазии назвали умилительной. МИД Абхазии считает абсолютно голословными утверждения о якобы происходящих в стране похищениях людей и нарушении прав человека, назвав их байками грузинских чиновников, которые давно никого не удивляют в Абхазии. Внешнеполитическое ведомство Абхазии призвало руководителей Грузии перестать предаваться иллюзиям и трезво взглянуть на существующие реалии. На канале Абхазского телевидения в прямом эфире продолжаются дебаты кандидатов в депутаты Народного собрания Республики Абхазия. Сегодня в дебатах примут участие кандидаты Сухумского избирательного округа номер 8 и Гудаутского избирательного округа номер 17. Во вторник, 28 числа, в дебатах примут участие кандидаты в депутаты парламента от Гагарского избирательного округа номер 11 и Ацинского избирательного округа номер 19. С 27 февраля у православных христиан начался Великий пост. Продлится он 49 дней и завершится 16 апреля светлым праздником Пасхи. Что символизирует Великий пост и о его значении для верующих расскажет царь Эсмар. Великий пост напоминает нам о 40-дневном посте Спасителя в пустыне. Он же вводит нас в Страстную Седмицу, а затем к светлому Христову воскресению. Но есть еще подготовительный этап. За 2 недели до официальной даты в храме начинаются песнопения минорного типа. И уже в Масленичную неделю перед Великим постом постящимся стоит воздержаться от мяса. Сегодня первый день начала Великого поста. Служба такая особенная. Вчера день был прощения, просили друг у друга прощения, просили мы у Бога, чтобы Он нас простил, и чтобы мы начали вот этот пост с любовью друг к другу, чтобы не было никаких обид ни на кого. Завершается Масленица прощенным воскресением, и начинается Великий пост. Он делится на 40-десятницу, первые 40 дней, на Страстную Седмицу, это неделя перед Пасхой. Между ними находится Лазарева суббота и вход Господня в Иерусалим, вербное воскресенье. Начало Великого поста – это начало, наше начало на становление на путь бессмертия. Христос, истинный Бог наш, дал нам участвовать в этом величайшем событии. Это воскресение, это бессмертие. Жизнь не заканчивается смертью, а имеет продолжение. В первый день Великого поста во всех церквях Абхазии прошли службы. В этот день православные приходили в Дом Господня помолиться и поставить свечи. Во время Великого поста идет телесная и духовная подготовка к Пасхе. Верующие много времени уделяют молитве, духовному чтению, исповедям и причащению. Первый и последний день поста вообще ничего нельзя есть, а в остальное время нужно отказываться от мяса, молока, рыбы, яиц и молочных продуктов. Самый длинный и строгий пост продлится 7 недель до Пасхи, а в этом году ее празднуют 16 апреля. Царь Эсмар, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. И в конце выпуска, как обычно, информация о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность. Во второй половине дня возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 3,5, днем 11-15 тепла. Температура морской воды плюс 7. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.